Вы на канале Клевая Рыбалка. Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И очень многие интересуются, спрашивают, куда же пропал наш Вячеслав, почему нету роликов с рыбалки. Хочу всем сказать, что я нынче стал студентом, ну в прошлом году, то есть, и приехал в город Якутск. Сейчас покажу, вот это наш город Якутск. И сегодня у нас 8 марта. В связи с этим у нас здесь находятся две прекрасные женщины. Вот, хотим их поздравить. И также своих подписчиц, которые смотрят меня, тоже поздравляю с 8 марта. Желаю здоровья, счастья, быть всегда красивыми, вот, радовать нас, мужчин. И значит, сегодня Александр в этот прекрасный день с другом, с Борисом, пригласил меня на рыбалку, национальная рыбалка Куюр. Это исконно якутская древняя рыбалка на карася. То есть в прошлом году я весной пытался вам показать Куюр, но так как я не очень владею вот этой вот методикой, ну, техникой ловли, то есть я мало знаю повадки этой рыбы и так вот слабо знаю места, где можно искать. И вот сегодня мне ребята покажут, надеюсь. Сейчас мы поедем в соседний район, получается Мегино-Кангаласский, возле города Якутска, через реку Лена будем переезжать. И там поедем до поселка Табага, и там есть, в общем, рыболовные места, которые, конечно же, не выдаются. Вот, Александр мне все покажет, и, надеюсь, расскажут они с Борисом мне тайну эту. И потом, возможно, я еще съезжу в Жиганске на то озеро повторно и попробую все-таки там поймать того карася, который там обитает. Итак, сейчас смотрим сюжет. В 7:30 утра, город Якутск. Сейчас выберем сапоги. Значит, на базе у Бориса в гараже 42. Сейчас оденем. Говорят, абсолютно новье. Ну, мы прямо не такие, конечно, как эти, но любые подойдут. Вот. Оговають, олох. Ага. Оденем сапоги, значит. Сразу оденем. Сразу катаем хвост. Так, вот, дорогие друзья, заезжаем на нашу ледовую переправу. Вот здесь стоит вот такой вот пункт наблюдательный, даже светофор. Вот посмотрите, представьте себе, вот на реку въезд и стоит светофор. Вот здесь, получается, зимой люди вот радуются зиме, потому что появляется вот такая вот дорога. То есть по реке ледовая переправа с поселка Нижний Бестях, то есть с большой землей вот эта дорога вот связывает зимний вот этот. Дорога жизни. Да, вот эта дорога жизни считается, потому что ну, в Якутии очень остро стоит вопрос моста, строительства. То есть здесь все лето работают паромы. Они ездят с одного берега
реки Лена на другой и перевозят продукты, пассажиров, в общем, медикаменты, все приезжает через вот эту вот реку Лена. Тут получается очень дорого все это обходится. Вот, и большая часть населения, наверное, Якутии все-таки проживает на этой стороне реки Лена. И из-за этого очень много людей нуждается, вот, получается, в удешевлении вот этих всех продуктов и средств, так скажем. Вот для этого еще раз Якутии нужен этот мост, который уже нам обещают много лет, но он до сих пор так и не строится. Но надеюсь, сейчас у нас новый глава, и все эти вопросы сдвинутся с мертвой точки и начнется строительство вот на этого моста. Сейчас будем ехать, я буду время от времени показывать, где мы и сколько едем. Сейчас вот сколько уже по времени-то? Едем. Так, 8:46 сейчас. Вот заехали. Протяженность переправы 18 километров. Да, 18 километров по реке Лена получается. Вот искусственно вот намораживают вот так вот еще дорогу. Это не лед, это вот земля. Да, это пока вот едем по песку, получается, да? Сейчас будет съезд уже на лед. Видите Таросы вот? Таросы это уже река вот вставала вот так вот. Да, вот река вот здесь вставала и все. И теперь вот здесь вот равняют вот это все бульдозерами и намораживают здесь еще участки, чтобы лед стал толще, ну, чтобы толще стал и большегрузные автомобили вот могли проезжать. Бывало очень много случаев, когда проваливались под лед, люди тонули на паромной переправе. И у нас в Якутии несколько таких вот переправ. Здесь есть, там еще ниже есть. Это заезд к городу Якутску только. А вообще по всей Якутии очень множество вот ледовых переправ через все реки наши, ручьи, озера. И нам нужно сейчас вон туда, на ту сторону, вот на ту гору надо уехать. Туда вот. Сейчас вот рыбаков посмотрим, где-то есть рыбаки, говорят, сидят. Вон там Нижний Бестях появился. Это в данный момент база продуктовая и товаров различных. Там очень много баз находится в том поселке, потому что туда подходит железная дорога с Нерингри, ну, с большой земли, так сказать. Вон там уже вот палаточный городок, но, к сожалению, отсюда не видно, но там очень много палаток стояло. Рыбаки рыбачат. Конечно, они поодаль рыбачат, вон там, где потише, протока там. Рыба там есть. О, палатки в эту сторону. О, вон очень много палаток там стоит. Мужики 8 марта все ломанулись. Да, все на рыбалку 8 марта поехали, у них у рыбаков свои праздники. Вот, посмотрите, вот. Вот. Рыбаки наши вон там рыбачат. И вон едет КамАЗ, видите, вот вдали. Переезжает переправу. Казанская переправа другая. Да. Вот подъем в гору идет. Здесь уже Нижний Бестях. поселок Нижний Бестях. Наш гид Борис сегодня рассказывает все нам. Вот в данный момент вот в этом поселке сосредоточены все оптовые базы наши. И здесь продукты очень дешевые, поэтому
людям приходится приезжать в этот поселок с той стороны реки Лена, с города Якутска, чтобы закупиться более дешевыми продуктами, медикаментами, одеждой и различными своими нуждами. Всего района едут. Это со всей Якутии сюда едут, даже не только с города Якутска, вот со всей Якутии в поселок Нижний Бестях. И это очень неудобно. Да, очень неудобно, большая нагрузка на поселок, и поэтому вот нужен мост, друзья, мост, который уже на протяжении многих десятков лет уже обещается, наверное, жителям Якутии, что будет вам мост. Ну вот. Ну. А? Вот выехали из села Нижний Бестях, закупились маленько продуктами, купили шашлыки, так как сегодня праздник, будем делать шашлыки на природе, рыбачить, ну и хорошо проводить время. Сейчас вот едем по трассе до села Мая, с села Мая поедем до села Табага. Вот. И село Мая это как бы хоть и считается селом, но это довольно крупное село, почти как город. Наверное, население где-то 10 тысяч. 10 тысяч у нас в Якутии приравнивается уже к маленькому городу небольшому. Таких сел не очень много, крупных. Село Мая, это районный центр и одно из вот таких вот крупных населенных пунктов Якутии. Природа здесь очень красивая, посмотрите, вот. В отличие от Жиганска, откуда я приехал, здесь растут сосны, березы очень много. Да, лиственница. Это говорит о том, что здесь климат немножко, так скажем, мягче, и из-за этого здесь произрастают вот эти вот породы. А у нас в основном только лиственница преобладает. Посмотрите, вот идет труба вдоль трассы по дороге до села Мая. Вот эта труба является водопроводной трубой, и она доставляет воду из реки Лена в наш Чурапчинский район, да, отдаленный район, в котором очень мало воды. Вот целый район обеспечивает вот эта труба. Диаметр трубы, наверное, где-то метр, где-то метр 20, может, варьируется так где-то. Метр. И вот по этой трубе идет вода района, питьевая, да. Наверное, они там наполняют свои какие-то хранилища. Естественный водоем. И также, говорят, делают еще естественные водоемы, озера делают вот этой вот трубопроводом, пускают воду и получается водоем. Чурапчинский район, это очень сельскохозяйственный район, там много животноводчества. Везде вода, везде озера, а питьевой воды нету. Да, вот сейчас затронули такой вопрос по поводу воды, вот этой трубы питьевой. Очень интересная ситуация получается, да. Несмотря на то, что с спутника Якутия это край тысяч озер, вот есть такие районы у нас, в которых вода является дефицитом, хотя они живут полностью, в одном из районов, в котором очень много озер, очень много рыбы в этих озерах. Все-таки озерная вода
недостаточно, да, не вся вода в озере пригодна для питья, поэтому вот им вот сделали вот в свое время Михаил Ефимович Николаев, наш президент, вот на грани, во времена вот перед развалом Советского Союза успел построить вот такую вот трубу. Она протяженностью сколько, интересно, километров примерно? Очень длинная труба. Километров, может, даже 200, говорят. И вот, представляете, вот эта труба вот доставляет воду в те районы. Очень большой район, очень большим населением тоже. Вот. Чурапчинский район, можете посмотреть, прогуглить. И вода уходит туда, люди питаются этой водой, питают свои озера, запасаются, ну, делают запасы воды. Искусственные озера даже вот создают, ага, запруды всякие, речку даже подпитывают местную. Ну и так вот перебросками с одного озера на другое, в речку бросают, потом там дальше насос качает, еще другие села обеспечиваются. И вот так вот целая сеть такая вот. Вот. Вот энергетические столбы видим, вот. Энергетика тоже развивается здесь помаленечку. И вот, посмотрите, заехали на Алас, вот стоит провод, этот столб электрический прям посреди Аласа. Вот. Озеро, да. Там есть озеро небольшое посередине. Аласы — это такие поляны, как сказать, естественные, бывает с примыкающим к нему озером, либо озеро прямо посередине расположено, так вот. Довольно прямые, такие как бы естественные поляны, так сказать. Сенокосные угодья. Сенокосные угодья. Раньше вот люди обосновывались на Аласах, все древние люди, ну как бы предки, и они жили вот именно вот на таких полянах, возле Аласов жили, возле озера, считай, там и рыба, и трава для домашнего скота получается. Вот. И очень много историй связано вот с этими Аласами у нас в Якутии. Вот поселок, село Мая. Посмотрите, вот заезжаем. Большие всякие вышки у них тут. Газ есть в селе. Ну, говорю же, вот довольно большое, крупное село. Почти это в Якутии считается городом. Интернет оптоволоконный, в отличие от нас. У нас спутник. И то не у всех. 4G скорость обеспечивает. Телефон 4G, сотовая. Как сказки, блин, была избушкалар, блин. Хангая албыт, темир албыт, делит порожбовалар. Вот центральная улица села Мая. Посмотрите, вот не в каждом селе строятся вот такие каменные дома. Вон там вон есть КПДшные дома. Кинозал у них даже свой есть. Ну, в общем, большой поселок, большой. Александр пошел за хлебом. В селе Мая решили хлеб купить неспроста, потому что маинский хлеб считается самый вкусный, самый свежий и самый лучший считается в городе. Ну вот. По старым советским ГОСТам делается. Да, по старым советским ГОСТам все производится. Технологиям. Печной хлеб. Печной хлеб. Печной хлеб, говорят. Вот сейчас мы его купим и заценим. Пошел вот такой небольшой снежок.
Борис рассказывает, посмотрите, вот диаметр трубы уже здесь уменьшился. Но это вам не видно, но я вот вам сейчас рассказываю, вот, мне видно отсюда, вот, что диаметр стал уже чуть поменьше. То есть сейчас мы проехали село Чуя, это село возле села Мая, то есть как бы микрорайон такой даже, можно сказать уже. Да, и там есть водоем, то есть вот эта труба, она возле села Чуя разливается, и с этого водоема уже более меньшим диаметром сейчас идет трубопровод дальше. То есть она со временем все сужается, и в конце в итоге уже по обычным водосточным трубам таким, по обычным диаметрам идут трубы, вода идет уже в дома, в усадьбы, всяческие. Так, вот подъехали к селу Табага, посмотрите, вот так пишется Табага. Это вот получается парадная стелла, которая приветствует население, гостей. Да, вот смотрите, как сделано. Все из дерева, все делается. Вообще, вы если заметили, то в Якутии очень много построек из дерева, с древесины, потому что у нас считается самый строительный материал. Это наш лес, наше достояние. Вот. Поэтому берегите лес. Будьте осторожны с огнем в лесу. Вот видно, что сельскохозяйственный такой вот, да, поселок. Смотрите, колосья, головы, изображены головы лошадей, и вот даже корову там видны вот с рогами. Говорит о сельскохозяйственном. Все, поехали. Вон дорожники едут. Вот торнки едут. А вот уже вот местные ребята сельского с колхоза, совхоза. Сейчас, наверное, уже как называется, не знаю, но вот посмотрите, крестьянские хозяйства вот вывозят свое сено. Вот такие делают стоговозы вот. И сено в стогах они, получается, вывозят вот именно вот в таких вот стоговозах. Да, салазки, можно так сказать, вилы. Как раз под сток сена так втыкают, привязывают и выдергивают. Сейчас Борис вот рассказывает, что вот эта вот технология, она применяется только в Якутии. То есть забирать сено по твердому, по замерзшей поверхности. То есть наша природа нам не позволяет осенью вывести целый сток 3 тонны сена, допустим, да? Потому что грязь, слякоть. А зимой, когда все замерзшее, вот приезжает на таких вот тракторах, бульдозерах, и получается вот стоговозами, вот этими волокушами забирают сено и привозят. Сейчас, может быть, даже здесь где-нибудь покажу. Да, вот в деревнях люди вот так живут. Это якутская деревня с газом, считается очень хорошая, благоустроенная деревня. Но здесь из благоустройства только газ получается. И это уже хорошо, потому что не надо вот печку отапливать. Хотя печки в некоторых домах все равно стоят. Вот. Дровяные печи. Смотрите, очень аккуратный поселок такой. Так, вот выезжаем за поселок, проехали мимо поселка. Через центр поселка проехали, получается.
дома деревья не сажают. Понятно. Улаком kyllä ebe. Балла дёгорок телер долго, да? Ну вот мало, я говорю, мало. Bu Gül Havalanı'nda bu mantar. Mantar где-то 3 километра длиной озера. Табага эбете. Ну вот сейчас вот здесь озеро начинается, вот Александр говорит. Длина озера 3 километра. Это считается в старину, раньше, в древности, это озеро кормилица. И вот ее уважительно так называют Абе, то есть бабушка. Вот. И у всех много озер у нас, которые называются Абе, начинаются с имени вот. И также называются, некоторые называют реку даже так. Ну, это считается уважительное такое обращение к реке, ну, к озеру, к месту. Вот. То есть бабушка там, то есть кормилица, типа такого вот. И вот, посмотрите, большой очень этот Алас, очень большой, и озеро длинное, говорит, 3 километра. Это большое считается. Да, и вот на озере охотники строят свои скрадки на уток. То есть у этих скрадков есть постоянные хозяева. Стационарные, так сказать. Да, стационарные скрадки. Если у нас, допустим, мы скрадки строим в Ремянке, то здесь скрадки строятся даже, порой бывает, что из брусьев, из кругляка, капитальное строение, чтобы там можно было жить какое-то время, там ночевать, чай кипятить. Да. Некоторые, говорят, даже плавающие делают. Запись Хобот. Так, сейчас вот Туяра Семеновна проводит обряд угощения земли. Посмотрите, вот она выкладывает вот так вот оладьи кругом, что означает солнце. Чтобы вот эти духи, которые здесь обитают, они приняли это угощение. Вот посмотрите, старая канавязь стоит вот. Вот то, что я о чем вам говорил. Здесь жили древние люди. Раньше здесь вот на берегу вот этого озера. И вся земля вот этими духами полнится этих древних людей, которые здесь жили. Вот посмотрите, вот человеческие вот останки здесь погребены. Кладбище древние. Раньше старые люди ставили на холме вот так, на возвышенности, чтобы кости хранились. Смотрите, вот рыбак стоит, уже куюром куюрит. Вот якутские лошади наши стоят. Это легендарные якутские лошади, кто еще не в курсе. Вот они в 50-градусные, в любые, в 60 градусов мороза, хоть 70, вот так вот всю зиму без крыши над головой, сами себе на подножном корму выживают, можно так сказать. Это специальная якутская порода, вот, то есть древняя якутская порода, так даже скажем. Сейчас они стельные. Вот она это Вот. копает снег. Да, вот она себе это она кратактум хаинда дворником. Вот она себе вот сейчас скопытит этот траву копытит. Вот. И вот сейчас очень много всяких споров идет по поводу, откуда эта
лошадь здесь взялась. Но мне кажется, что они здесь все-таки всю жизнь жили, наверное. Вот, обитали, а вместе с мамонтами шерстистыми и носорогами. Потому что метод добычи у них такой же, вот именно вот копают и питаются сами. Не нуждаются. Да, вообще не нуждаются в человеческом. Вот если так снег посмотреть, да все истоптано вот вокруг. Да, вот этот весь снег истоптан вот в следах именно вот всю зиму вот здесь вот копытили вот эти лошади. Из-за них вот и держится вечная мерзлота в Якутии. Посмотрите, вот лошади вот так вот копытят. И вот этот алаз, он промерзает, земля здесь намного глубже промерзает, где они вот все стоптали, копытили. Если не будет лошадей в Якутии, то, наверное, здесь таяние ледников произойдет, вечной мерзлоты, и мы, соответственно, утонем. Тут тосолара. Вот, посмотрите, как много следов козы дикой, косули. Вот это вот все, они вот по вот этим холмикам вот этим тоже питаются, вот этими всякими кустиками, веточками. Вообще вот в центральной Якутии, да, в центральных районах Якутии очень много вот именно вот дикой козы, вот этой косули. На севере ее нету. Почему она там вот не приживается, я не знаю. Может, слишком суровый для нее климат. Может, кормовой базы нету, может, еще что-то. Но дальше Вилюйской группы районов, к сожалению, козы нету. А в центральных районах очень много ее. Вот, везде вот ее следы. Даже возможно, что сейчас можем где-нибудь по дороге увидеть. Если По пути. повезет. Если повезет, увидим козу своими глазами. Бады ну кем Пора. кем барбаду Поехали на рыбалку, а то мы уже время теряем. Да, время теряем. Вот еще один алаз, в котором сено стоит. Вот. Сенокосчики еще не вывезли. И вот все, в надежде смотрим, может увидим где-нибудь косуль. Говорят, еще олени здесь есть таежные. Лесные олени, так сказать, да? То есть олени, которые обитают у нас на севере, это считаются тундровые олени. Они небольшого размера, где-то, наверное, ну, килограмм может быть под 80. Так вот, вместе с внутренностями и со всем. А таежный олень, он намного крупнее, где-то 150 килограммов достигает. 2 раза больше, а то порой может быть даже 2,5 раза больше. Вот, проехали вот стога. Вот наш лесохозяйственный квартальный столб проехали. Так, вот Александра. Эти стоят здесь жеребцы. Стадо, да, Александра. Посмотрите, вон у нас, да, их подкармливать здесь. Весной надо вот маленько немножечко подкармливать. Кто своих любит, те подкармливают. Лошадей своих кто любит, тот подкармливает. Хороший хозяин. Вот. Еще, наверное, соль надо давать, да? Маленько. Овес. Овес, да.
И вот в Якутии есть специальная вот такая профессия, коневод. То есть он следит за лошадьми, не только за своими, может быть, даже сможет это делать за чужими, ну, за оплату, конечно. Вот есть такая целая каста людей, в общем. У них образ жизни, вот они живут на природе постоянно и все время следят за лошадьми, чтобы их не подрали волки и, в общем, вот, всего негативного. Вот это вот мы сейчас по Аласам так едем. С одного Аласа заезжаем в другой Алас. И вот все вот так вот дорогами изрезано. Все путиками старыми. Все это меняется. Спокон веков не меняются эти маршруты. Посмотрите, все истоптали лошади вот за зиму. Вот это все они. Так, вот заехали на озеро, по Целине едем. Здесь вот до нас ездил автомобиль, Александр проезжал здесь, но сейчас снега чуть побольше стало, поэтому автомобиль немножко подстревает. Вот посмотрите, да, вот на озере вот здесь муха проводили ребята. Осенью, когда лед тонкий, это тоже якутский вид рыбалки, исконно якутский. То есть совершенно другой вид рыбалки, неводом. Говорят, 40 мешков взяли карася отсюда. Отборного. Да. За один раз. Вот стоит куюр. Посмотрите, уже подъезжаем к Комплект месту. оборудования. Комплект инвентаря для... Одну персону. Да. Там специальная палка с дырочкой. Деген барда аттах, мәні палка с дырочкой болмады. Вот лошади наши якутские везде, в лесу даже стоят, вот. Короче, везде. Они везде. Лиля, клинула. Опасно же, затеряется. Ну, рахта ырганна. Это будет доктор делать, да? Былырынылар делать будет, да, вот. Они отдельно Все, делают. Элик. Ну, молодняк. Итак, Григорий Николаевич вот приехали в гости, он нас пригласил любезно. И сейчас будет нас учить мастерству куюра. Вот. Он очень хорошо, сказали, умеет это делать и знает все места, повадки. Ну и надеюсь, нас научит и покажет нам, как правильно это делать. И у нас сегодня получится поймать карася. Вот он нас любезно пригласил за свой стол. Вот такой вот у него прекрасный стол, накрытый, вкуснейший. Мясо приготовил, да. Жеребятина. Мясо жеребятина, да? Вот это Григорий Николаевич коневод со стажем. И живет вот в таком вот доме. Это у него дом. И дом, и база, получается, коневодческая. У него здесь печка стоит, вот дровяная. Из цивилизации, наверное, радио, да? Интернет даже есть, да? Вот бар. Свет есть, говорит. Вот, посмотрите, вот как. Все, хорошо-то, да, современной. Блага цивилизации того, как хорошо, когда все это появилось. Раньше этого, конечно, не было. Люди жили при свечках. Посмотрите, здесь вот ваш покорный слуга вот есть. Календарь рыболова. Григорий Николаевич, наверное, посмотрел сегодня у нас какой клев будет-то. Хороший клев, говорит. Вот, хороший клев. Утки, гуси, якутии.
Охотник, сразу видно. Граната вон какая. Гранат покажи. Дядя, вот. Команда Тарагайского наслега. Победитель эстафеты соревнований коневодов, посвященный Дню табунного коневодства. Мегина Кангласского уса. Дёгэгэй кюне. Вот. Стопка. Здесь кровати на 3 человек, на 4 человека. Посмотрите, все как устроено. Избушки. Это целый дом жилой. Очень уютно, очень чисто, тепло. Ну и вот евроокна, стеклопакеты. Посмотрите, вот он рыбачит на андатров. Она телефоном она не разговаривает. Вот тут, да. Интернет туда, да? Иди, да, это плохо. Солнечные батареи. А, вот посмотрите, даже вот есть солнечные батареи, оказывается, которые питают вот эти аккумуляторы. А с аккумуляторов они уже, получается, питаются свет, освещение. Всё. А вот и солнечные панели, питающие дом, аккумуляторы в доме. Вот. Николаевич так вот живет. Смотрите, довольно неплохо живет. Ким деньги? Ага, вот. Роман подошел. Помощник коневода, да? Помощник коневода. Сам тоже коневод, получается. Ну вот, расскажи, Роман, вот чем вы сейчас вот в данный момент занимаетесь вот на этой базе коневодческой? Перевод по А ну сейчас в данный момент студент. Где учитесь? Учусь в ЕГСХ. Я тоже ЕГСХ учусь. Сельскохозяйственной академии. Первый курс окончил. Да, да. Сейчас вот прохожу курс от Практика, да? практики. Как бы практика, все. Ясно. И помощник. Сейчас прикормку сделал, да? Получается. Же ребятам подкормил, да? Травой. Подкормил, чуть-чуть подлечил там. А, и ветеринар тоже сразу, да? Да. Круто, молодец. Ага. Ну что, пойдем покушаем, да? Так, вот Туяль Семеновне вручим такой небольшой подарок, который изготовила моя мама. Это получается вот такая вот брошка. Такие брошки можете посмотреть у меня в инстаграме или у нее. Ссылку я дам в описании. Ага. Так, Туяль Семеновна, вот сегодня в честь 8 марта вот моя мама изготавливает вот такие вот броши чудесные. И вот мы вам хотим сделать подарок, одну из брошек вам подарить. Можете посмотреть, одевайте это на работу или куда-нибудь на выход. Ой, как красиво, спасибо. Это ручная работа, ага. Можете прямо сейчас даже одевать. Ага. Все, начинаем обедать. Так, вот
Григорию Николаевичу спасибо за то, что так принял хорошо, радужно. Вот мы пообедали и сейчас собираемся уже, поедем наконец-то на рыбалку, на сам процесс. Вот мы собираемся. Шашлыки главное не забыть. Çok taksirli var bu dokutte. Tuonne mä nyt ilmeisesti koko tokku. Отлично. Все нормально. Так, вот здесь посмотрите, вот такое вот интересное приспособление стоит. Это был интересный тур конструкция. Манека сидит? Ага. Бастан. Ага. Вот так вот. Григорий Николаевич говорит, смотрите, значит, когда приходит, уходит надолго, дом остывает, соответственно, на продолжительное время, то приходит в избушку, пока он эту не сможет растопить печку, сразу топит вот эту, быстро, говорит, все нагревается, становится тепло, и потом печка потихоньку нагревается, и потом ее топит основную печку, уже растапливает. Вот обычный лист. Смотрите, сколько тут, я не знаю, где-то четверка, пятерка может. Пятерка лист. Все четко сделано. Вот. Стаканчик имеется. Свой родной, видать. О. Вообще идеально сделано, все подогнано. Это заглушка, чтобы не всасывал воздух. Теплый. Вот так вот приспособлено все. И вытяжка основная. Невозможно. Ничего не нет, так есть. Так, Григорий Николаевич тут сделал кое-какие доработки в снегоходе. Сейчас вот я вам расскажу маленько. Значит, что он сделал? Он перенес выключатель света вот сюда. Тумблер поставил. То есть он имеет, сейчас может свет выключать полностью, чтобы нагрузки не было на, получается, на этот генератор. Потом он вынес сюда аккумулятор вот, потому что там они, расположение было очень неудачное. Потом он полностью снял там этот воздухан, получается. Воздухан он полностью снял и сделал по-другому там. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Вот. Посмотрите, вот он снял полностью воздухан. Потому что очень неудобно, говорит, было подбираться вот к ремню. Да и пространство здесь стало больше намного. Вот. Вот труба идет. Вот здесь установил вот такую вот бутылку. Ну и фильтр там внутри бутылки стоит. Ну а вот это вот он вынес, вот этот. Тоже, короче, как бы отсечка воздушная. Вот поставил подогрев ручек, потому что ручки у него заводские штатные сгорели, сломались. Из-за этого горит генератор из-за замыкания. И вот он сюда вытащил. Подогрев ручек.
Ну все, из всех доработок. Вот привязывает кофр, чтобы можно было легко, быстро снять, когда нужно выкинуть и использовать телегу. Так, вот здесь уже начинаем. Рыбаки уже начинают. Зара. Профессионал Григорий Николаевич будет сейчас прорубать прорубь своей якутской пешней. Тут озерная вода имеет особенность. Вот верхняя часть, вот она более такая темная, желтая. Это вот всякие вот отложения химические, которые присутствуют в воде. А вот эта часть вот более прозрачная. Сейчас ее возьмем специально. Из нее будем сейчас кипяток делать, чтобы пить чай. Прозрачная часть. Это самая чистая часть воды. Темная часть, которая, да? Да, более темная такая. Но она, если взять вот так вот, она лед прозрачный уже здесь. Видите, да? Да, уже прозрачная. Да. А вот эта верхняя часть, это получается вот химические Да, всякие, составляющие. которые нежелательно употреблять Да. в пищу. Тан был, тан, эти. Там где они у них? Тан, эти, тан. Просто снег. Там, ага. Вот, именно чистая там вот так, именно вода. Я toch тут да. Кире барат уйха калар. Алларат тух булыр. Обязательно раз. Ясно. Пока да костылен кровавый. Так, вот сейчас Григорий Николаевич показывает нам свою пешню, которая вот из торсиона изготовлена, да? Да. То есть не закалялась, ничего, да, она сама прямо выточили просто, да? Просто вот наточили. Болгарка срезали и Под наточили. таким углом вот сделано вот. Срезано вот и наточено. Очень острое. Здесь тоже острое, вот, как нож. Вот эти грани. Вот эти острые. Ну и соответственно вот. Так, вот духи. Духи. Местные духи радуются, что мы пришли. Вот, посмотрите, как у него пешня очень хорошо выглядит. О, кадолок, бята кирилей подта. О, Григорий Николаевич, смотрите, как быстро. 이게 또 건데지? Sonra hava kendi bulur. İyi bak bulaştı. Bak, tamam. Эти куюр. Так, вот прорубили прорубь, теперь ее делаем конусом, расширяем к низу, да, в виде юбки, ага, в виде юбки расширяется немножко. Это чтобы куюр вращать вот так вот, чтобы у него был больше угол, получается, атаки. Ага. Так, это понятно. О, посмотрите-ка, вот сейчас вот рыба вылезла вот прямо из озера. Вот вместе со льдом. О, еще вылезла. Вот уже первые караси вот пробили и сразу вот они полезли. Так, сейчас вот сюда. Блин, кем дети туарей дети пота, да? Тюрей. Тюрей будем втыкать. Вот за этого лед бросается вот близ к этому к проруби, прямо вот к краю. Да, вот ободом таким. Но оставляется место, чтобы стоять. Тюрей сейчас будет втыкаться прям туда. Между льдом и этим. А это вот чищаем. Лед есть.
Так, вот подошел. Ладно, раньше я лиги чекал и брал ушел. Первый улов карася. Так, вот начинается куюр. Вот она, эта поперечная палка тёря называется. Ее воткнули туда. Эти каяга лохты кунюк болбата ведь, а? Это токуник кола бубетин. Процессе эксплуатации. Естественный износ. Лем калбут. Оказывается, вот говорит, дырка сначала круглая была, но потом стала овальная из-за силы трения постоянного. Или все получилось рахasta. Ашка четбете булар eli da. Atırın tıhıtın aranım koyuyor. Опыттак veriyor kadar. Мен болом келбеден. Kelbeti bunu aldı. Долго. Her soğuz dönün öyle diye anda çoğun çıkıyor bu. Mandık. Çukas parı raktan çukatan yer bu. Можно дочь круговорот создать. Ага. Tehinin onu yer dağını. Açana şey bu. Завихрение и рыба собирается как раз. Так, сейчас вот Григорий Николаевич будет вытаскивать. Видите, он выдернул тёрей и начинает поднимать куюр. О, первая рыба. Вот это да. Что такая мелкая? Где-то килограммчик Это будет. что ли будем? А что такая мелкая? Ballar gibi o. Крупная есть, да? Ну вот крупные. Это свойство озера. Вот в озере крупнее рыбы нету. Вот. Ballara olan. Sen vakitler ballar ete. Да? Bir öldü balık. Эти вот я оторвало, да? Вот так вот делается куюр. Вот, посмотрите. И вот в древности люди радовались, что пришла весна, все выходили. Вот Все- во время всей войны, семьей. благодаря куюру, люди не вымерли с голоду. Sen kimleri Во yedi? времена Великой Отечественной войны. Tertemiz. Благодаря куюру вот. Себе куюрили и... А вообще карась очень питательная. У нее, кажется, очень много нужных для человека микроэлементов содержится. И человек может выжить на карасе даже. Продержаться очень долго. Kenglik ediyor ama. Kenglik. Oyban bakım bakayı. Вот. Ha? Oyban bakım bakayı. Ulan kasa una bir yakta var. Боятся. Ну вот, все. Пошла первая рыбалка. Вот даже женщины у нас умеют. Да, у нас даже вот женщины на 8 марта приходят рыбачить. Несмотря на то, что праздник. Да. Наши якутские женщины не сидят дома. Да, они 8 марта пошли они не рыбачить. боятся холода, а рыбачат наравне с мужчинами. Вот так вот. Сейчас полную эту вытащить сетку. Так, вторая прорубь. Тера Семеновна сейчас будет вытаскивать. Куюр. Проверка. О, есть рыбка. Есть улов. Что там? Мало, маленькие. Карасики со льдом. А там здесь мелковатые, говорят. Пока попались. Крупных еще нету, но ничего. Это как сухари, когда пожаришь их. Как эти чипсы. Ну вот примерно вот такая вот рыбалка. Я тут свою прорубь все готовлю. Вот она. Сейчас выгребем. Вот улов с первой проруби.
Григорий Николаевич все крутит, стоит. Вы уже Китан тардык, да? Казахстан. 4-й раз уже, говорят, вытаскивают сетку. Нету, да? Есть 3 штуки. 3 карасика. Неплохо. 2 карасика. В этой лунке, в этой проруби уже все. Передаю привет всем родственникам, всем близким, всему Жиганску здорово. Там был, рыбачил, клев нормальный был. Икру довольно поел, нормально, хорошая рыба была. Ложками икру поел. Ложками, конечно. Какого цвета икра была? Надеюсь, красного? Красного, конечно. Ага, ну хорошо, значит. Ну, пойдет. Ясно, хорошо. Ну как вот, сегодня как у нас рыбалка идет? Как думаешь, клев хороший или нормальный, или как? Сейчас клев только начинается. Ага. Вот. Сейчас только начинаем. Только рыбачить. начинается, да? Ну сейчас еще усилится, да, клев? Сейчас вот... С этой проруби должен усилиться. Да, вот, 3-я прорубь. 3-й прорубь и должно почти... Здесь должно быть побольше, чем во 2-й, да, и в 1-й. Попробуем. Да, и я еще там пробил одну. Тоже пойду сейчас проверю. Ну вот, все, привет твой дойдет, ребятам передам. Ага. Все, кто тебя знает, жиганские. Городскому поселению тоже. Ага, хорошо. Все. Фух, ну вот я и вытащил свою сетку. Вот у меня куюри-то сколько попалось-то. О, я совсем маленький. 1, 2, 3, 4, 5 штук. Эй! Первые 5 штук вытащил. 5 карасей. О! Ну, сейчас это почистим, еще будем крутить. Только рыбалка началась же, только говорят, сейчас клев лучше будет. Бо-бо-бо! Так. Какая бы... Ой, опыт понравился. Интересная тут очень конструкция стоит. Турбопечка. Так, вот здесь вот Григорий Николаевич сейчас расскажет. Вот. Ну, Григорий Николаевич, вот как вы здесь карася ловите? Червей? Это на удочке, да, на крючок? Да. На червяка. А червяка какого вы используете? Мужика? Мужика? А как вы узнаете, мужик это и женщина или это? Рот засунешь и так дергаешь. Ага. А там бугурки есть. А, если бугорки есть, значит мужчина, да? Ну все, спасибо. Будем знать теперь. Вот Григорий Николаевич так ловит здесь вот летом. Карася на удочку. Так что знайте. Полунка на где? Ага. Широкоформатный кранан рыбу. Вот Борис пробовал, пытался сегодня запустить квадрокоптера, но, к сожалению, оставил телефон, с которым он синхронизируется, а вот эти очки, они, получается, не получились. Ну, с очками не летает, кажется. Да, хотели полетать, поснимать виды, посмотреть всяких животных, которые тут обитают. С газом. Умоеда. Динахтида. Посмотрите-ка, вот газ, оказывается, выходит из озера. Если спичку поднести, говорят, поговорит она. Метанол выходит из почвы. Ничего себе. Очень опасная
рыба. Очень опасное озеро, Дим, да? С рыбой. С рыбой. Так, вот Григорий Николаевич каждый раз вытряхает вот так вот. Нужно вытряхать после того, что это, после куюра. Тину надо вытряхать. Вот он сушит об снег и вот так трясет, чтобы она вся вытряхалась. Вот. Просто иногда ручкой втыкает вот. Без... Меня тут тоже снимают местные корреспонденты. Да, пойдемте чай пить. Так, вот здесь вот отвалился куюр у меня. Когда я вытаскивал, отвалился куюр. Ары, идите тут спите, идите. О, на открыт на деки. Ага, идите тут на не идите тут спите. Тагара стахпа, не зарбулок-то. Где-то там лежит. Но он до этого сошел там с этой петли. И когда поднимал, отвалился. Вот сейчас достаем. Получится у нас зацепить. Вот. Что там у нас? Шашлыки-то. О, шашлычок. Какая красота. Свежий дымок. Такой вот снежок идет. Теплый. Погода такая хорошая. Хе-хе. Я. Ai mai siitä. Joo, hyvä. On pieni. Joo. Sehän voi shashlik tehdä aika. Ну вот такая сегодня прошла рыбалка. Значит, один куюр, который я утопил, так и не нашли. Но ребята, надеюсь, найдут без нас. Сейчас мы шашлыки дожариваем и поднимаемся наверх. Килограмм Там 10. покушаем. И вот общий улов получился. На дне мешка. Сколько там? 7-8 килограмм. 10. Вот на дне мешка получилась вот такая вот куча рыбы. Очень хорошо, говорит Александр, можно крутить котлеты с мелких, ну почистить их и прямо с рубки прокручиваешь, фарш делаешь и потом с оладьями, да? Это, Оладьи есть, я буквально. да, вот в тесто прямо мешаешь вот в оладьи и потом жаришь оладушки такие, получается с тестом и вот с карасиками. Ну все, вот такая вот рыбалка. Посмотрим на шашлык. Модный чега пынгабиды, да? А? Чега пынгабиды, да? Модный. Я его обучать просто. Модно вам берем.
Пегапоколба. Ага. Который... Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте ваши лайки, если вам понравилась национальная рыбалка Куюр. До новых встреч. Скоро приеду домой и поедем на рыбалку с ребятами. Вот подошли к старому балагану. Вот он, этот балаган. Вот это место называется, где раньше жили древние якуты. Вот. Это, видите, вот в земле впадина. Вот это вот подполье от старого остова вот балагана. Здесь тоже раньше балаган стоял. Он развалился. А? Вон блуз, он тоже провалился. Ну, этот ледник. Вот, посмотрите, вот вплоть до 50-х годов, говорят, вот эти жители этого балагана отказались присоединиться к совхозу местному. И вплоть до 50-х годов здесь жили одни. Вот. Бабушка жила. Бабушка жила. Дверь сделана по старинному путем. Вот здесь вот прорубленный из цельного дерева вот этот паз, и тут клином вот вставлено вот эти две из двух таких листовидных вот этих. В общем, вот посмотрите, вот видите, вот здесь клин, в клин вставляется вот. Это по старинная технология, без гвоздей выполнена. Баланы и тут камелюган. И вот камелек там главное, самое главное, да? Посмотреть, как выполнен. С той стороны видно, нет, мам? И с такими местами очень много легенд связано, старинных. То есть здесь уже темно. Вот, посмотрите, здесь вот. Вот какие-то старые принадлежности вот висят, железные, металлические. Вот окна вот так выполнены. Здесь льдом делается окно. Льдом. Вот что-то железное стоит. Утварь. Утварь.
Вот закрывашка, говорит, дверь закрывать. Вот по такой здоровый засов. И вот сам камелек стоит. Вот. Жалко, вот уже темно, вам не видно. Ну вот он вот так вот сохранился. Это ж не кирпичный, а этот глиняный. Из глины. Да, из глины Полностью. слепленный был полностью. Вот. И вот такой вот дымоход. Вот. Табу пилорама каптана вот так вот. А, да? И не Да, это вот все доски изготовлены вручную. Такие потолки. Тоже. А потолок из кругляка сделан в балагане. Раньше вот древние люди так жили. Вот. И просто вот земля. Вот, никаких полов, ничего. Вот. Дверь небольшая, где-то 1,5 метра проем двери. А вот такие полки вот массивные. Вода. Доски, эти бревна и кора. Вот. Ну да, Потом покрывалась, земля. покрывалась корой. Это из-под Потом березы, сверху да? земля. А, нет, не березовая кора, это вот Лиственничная, ты чё? лиственничная кора, оказывается. Ага. О, И пустотел. потом землей вот присыпалось сверху все это. Вот. Массивный такой засов. Вон рыбу из цельного дерева. Листья. Нижняя часть дерева, корень. Да. Вот как сделалось раньше печь камелек. Вот. И прямо ее тут растапливали, и она сразу туда в трубу. Опа, втягивала. Все. Без единого гвоздя это все строилось в старину. Только вот таким вот инструментом вот использовали. Вот такой вот инструмент вот в это вбуривать вот эту древесину. Отверстия делать. Ну тут уже вот современные охотники накидали, видимо, профиля всякие. Люди вот здесь пакостят, заходят. Так нельзя делать. У нас очень связано много мифов с такими местами. Всевозможные вот духи этих мест не любят, когда их просто так тревожат. Поэтому у нас нечего положить, поэтому ничего мы не оставляем. Ну и ничего не трогаем, уходим, оставляем все нетронутым. Вот такие вот древние места есть.